vastu aken. ei, passid tuleb vastu esiklaasi suruda kõik. Passid tuleb kõik vastu esiklaasi suruda. Nüüd hakkame jooma, nüüd on odav alkohol. Et on viinapoodi kõigepealt. Ja mina täis tõmmata. Ja siis vaata, mis edasi saab. Edasi peab joomule tagasi. Понял, да. И плюс Tere всем. Меня зовут Вестерс. Живу, по моему мнению, в одной из лучших местах в мире. Тут в Саулес. Для меня, конечно, у каждого это будет свое место. С пчелом уже занимаюсь где-то лет 13. Начинал с 3 ульями. Друг подарил после 2 дня, когда помог ему работами, он просто мне подарил. Тогда начинал думать, ну, что с ним делать. Еще в это время занимался спортом. И потихоньку обращался с другими пчеловодом, на практику шел, учиться пошел, курсы пошел. Тогда после 3 улья в следующем году 11 ульев, тогда 30, тогда после одной зимы 6, ну опять 60, 100, тогда уже не помню, но где-то 150-200 и потом уже даже до 400. Но сейчас уже опять где-то после зимы 200 ульев. Почему меньше стало? Потому что у меня вот сейчас 2 маленькие дитя и всему времени не хватает. С пчелами, как сказать, у нас есть латвийский стандарт, как сказать, рамка. У вас, поскольку я знаю, есть другой стандарт. У улья чуть тоже есть другое. Потом вы увидите, есть и латвийский ставстропс, как сказать, и есть, который намного корпусно. Ну так и так есть. С которым лучше работать, ну, это как, когда и для чего. Конечно, многокорпусные улья легче будет ехать на гречку или на вереск, или на рапс, ну, где как, ну, что надо. Собираю, в принципе, все, что, по моему мнению, можно, конечно. Мед это будет, пыльца, пчелиный хлеб или перга, воск, ну, маточное молоко только для себя. Торговля тоже по-разному. Есть частными людьми, как клиентами. Есть на магазинам или, ну как это, ну, так и сразу по-большому. Ну, по-разному продаю, как надо. Матки тоже сам выращиваю. Пробовал с разными, но самые лучшие, у кого, ну, которые мне понравилось, самые карпатские матки. Вроде считается, что они хотят улетать побольше, чем другие расы. Ну, поскольку все равно стараюсь летом каждые 7 дней, в принципе, каждую неделю приехать на место там, где пчелы находятся. Ну, вы сказали, это латвийский стандарт насчет рамок. Это дантановые? Да, да. Рамка дадан, а просто улья сам, ну, считается латвийские улья и многокорпусные улья. Ну, в принципе, латвийское улья это уже от давно уже есть. Ну, если меня вот сейчас спрашивали, ли я начинал с такой ульей работать, наверное, нет. Это вы имеете в виду лежаки, да? Как? Лежаки, как они называются? Да, ну есть вот эти большие с рамками 18, например. Да. У этого есть 14 рамки. Ага. Это латвийский называется. Да. Ну, вроде удобно на месте работать, но если надо перевести, тогда... Kinniste rullidega. Видите, вот здесь.
дальше. И вот, например, когда эта работа я делал, это уже был, 2 года назад, мне кажется. Может быть, поэтому я еще не привык так быстро работать. Как-то так. Все. И рамка, в принципе, готовая. Все хорошо, да? Чем вещи, как это? С варатозом есть так, вот. Тоже. Давайте скобочку кроме. Который можно использовать. Опять я делаю новые ульи или для себя, или для продажи. Они опять от ульи, там, есть 7, 8, 9 рамки. Разделяется варатоз. Это во-первых. Опять это, меньше вара становится. Может быть, вы тоже слышали, если вы не разделяете улью время по времени, вар больше становится, если ты ничего не делаешь. И, там надо смотреть. Весной я делаю, у меня есть специальная рамка, там где есть такой половинка, есть рабочие пчелы, есть матка. И как? Трутневый расплод. Трутневого расплода будете для мужика. Да, точно. Это я поставляю. И каждые 10 дней я езжаю. И третье, как я вам говорил, осенью, когда есть этот сентябрь, обрабатываю с этими, не муравейкой, с этим туром. Да. То, что еще могу сказать, раньше Латвийская пчеловодная ассоциация дала у нас этот Бивиталхайв клин. Этому году уже не будет дать. Будет дать журнал. Tasuta programmi raames on see. Это по программе. Aga kuidas seda oplikapet Oksaolekistata как каплем или как это? Там дальше я покажу с каплями, да. Я знаю, что это сахарный такой раствор, да? Да, 1 килограмм сахара, 1 килограмм этот. Да. Я переделал, чтобы вот это место было побольше. Нормально работать смог. И весь вот этот не был тоже. Тут еще зайти. See on õietolu puhasti. Laseb ülevalt alla sealt ja siis samal ajal imeb väiksed fraktsioonid välja. Aga mis... Этот склад, там стоит все рамки чистые и пустые. See on pool raami, tanti. Ja siis ta on paksem pandud magasini jaoks. Неправильно сделали, и поэтому этот там внутри. Этот думает, потому что там пчелы не утопли. Ei, kurat. Mille kuivatamist see on? Mee kuivatamiseks. Mehe kuivatamist. Välja võtan raamist. Võib-olla albumi tore kärestik. Так, добрый вечер всем. Тере. Можно сказать, что я профессиональный пчеловод. У меня перезимовали около 120 семей. Ушло где-то 8 семей, не перезимовали. Работаю в основном на каднику. Мне очень нравится кадника. Разного происхождения. Я закупаю каждый год
около 10-12 разных карник с Германии, с Польши, с Чехии. И потом уже отбираю, я матковод по существу, я потом выращиваю матки. В прошлом году, когда были финны ко мне, тогда они мне назвали Лего пчеловод. Потому что мои, это стандартные ульи, там понятно, но мои корпусные ульи, это уже как Лего, можно собрать так и так и так. Я немножко покажу. Крышки у меня стеклопластиковые, с стеклопласта. Почему? Они легкие, можно их ставить на землю, на них можно и ступить, конечно, да. Внутри вставляется изоляция пенопласт, и кирпич у меня служит тоже как записная бумажка. Как поставить? Как поставить, так точно. Если поставить так, тогда все нормально. Если я поставил так, мне уже все известно. Там 20 улей стоит. Раз, два, три, 4 матки надо менять, например. Я не знаю, у меня универсальная покрышка есть. Как я уже показываю снизу, это все уже знают, это выпускатель пчел, да. И самая дешевая подкормка у меня получается, если я беру вот 3 литров и 2 банки поставил, сделал такую кормушку, 9 литров заходит, да, но может быть, можно побольше быть, но по моей системе 3 раза налил, в принципе, хватает. Ведрышки снимаю и пчелы почистив, тогда даже мыть не надо ничего. Стандартный корпус у меня даданскую рамку, да, это уже все на 10 рамок, да, интересное, да. Уже поделено перегородками. Выход пчел здесь, да. Ни машину под низом никогда не выращивают, да. Если нету таких перегородок, тогда делают, да. До 3 недели назад закрыл. Всю зиму открыто. В этом году очень хорошо зимовали в этих корпусах. Ну так, соу-соу, заходит, да. Но самый дешевый вариант это поликарбонат. И вот тут у меня есть щели, я засовываю. Могу сделать 4 отводки, 4 выхода есть все 4 стороны, да. Матки выращиваю, матки отбрал, перегородку вычесал, уже новая семья получается, да. Это, я знаю, что в Латвии почти 99% работает с такой медовой рамкой, да. 99% пчеловодов такими медовыми рамками работает в Латвии, да. Распечатать как? Ложка. На русском его называют рамка 145. Первый год поработал на этой рамке, я очень довольный. И эту большую даданскую я уже хочу забить. И 6,5 миллиметров поднята над рамками. Пчела может гулять здесь. И тогда она лучше уходит вверх. Если напрямую поставить, Не выходит. она не очень хочет выходить. Да? Надо приподнять эту сетку на 6,5-7 миллиметров. Я выращиваю маток. И самое интересное, что у меня получилось в последние 2 года уже. У меня такие маленькие кормушки. 1 матка, 2 матка, 3 матка, 4. 4 матки в одном нуклеусе. Так снизу вот смотрится крест, да, чтобы видно. Взял 1 матку отсюда, поставил в коробочку. 2 матку отсюда. Эту перегородку вытащил, эти объединяю в одну, да. Уже чисто просто пчел собираю. На ночь этот ящик в подвал. И потом на следующий вечер ковшином от супа вытаскиваю рамки, закладываю, закрываю и сверху ставлю кормушки. Взял сироп, налил сиропом, пошел к семье, которая выращивает маток,
Здесь родилась матка. Взял. Натряхнул матку в сироп. И каком-то палочкой взял матку, которая сейчас в сиропе плавают. Поставил, отпустил. Вторую матку поставил, отпустил. На третий день выход открыл. И все уже пошло дальше. Я очень поздно тоже меняю матки в своей пасеке, да. Даже в конце сентября менял в прошлом году. Получилось заебись, как говорят. А здесь остается без маток. Что с этими рамками дальше делать? Эксперимент у меня такой. Стоят нуклеусы. Матки убрал, оставил одну матку. На все. И собрал таким образом. На рамку 145, конечно, но не эту. Поставил сверху. И сверху поставил большую кормушку. Даже 2 или 3 145 рамки. Начал кормить. Одна матка на все это осталась. Эти корпуса 6-8, даже вот до такого. Сейчас 2 недели назад было первое потепление. Взял 2-3 корпуса, снял. Это выбросил на переработку. И поставил на дно. И мне там наверху стоит 10 новых семей. На новую матку. Все получились. Не потерял пчела, не потерял меда, все собрался. И 10 новых семей. У меня зимой стоял на 7-8 этажей все это, да? А, это столько оставите, и тогда один корпус сверху. 2 корпуса сверху. 2. Бывает семьи, в которых ты ищешь и никак не можешь найти эту матку. Она даже меченая и все равно пропадает. У меня есть такой ящик. И это поставить здесь. И уже набираешь пчел с рамок. И вся пчела туда пошла. Взял рамку, посмотрел, матки нету. Поставил. Я пользуюсь только 96% спиртом и щавелевой кислотой 15 до 25 граммов на 100 грамм спирта. Спирт должен быть теплым. Я его ставлю в водяную баню, на теплой воде и хорошо размешивать. Обязательно иметь противогазовую маску, на которой написано для паров от кислоты. Отобрал плодную матку, уничтожил, как Дима сказал, в димар. Подождал 2-4 часа. Можно сразу, но мне не понравилось. Через 4 часа взял носовой платок, взял 50 граммов спирта налил, поставил на рамки и рядом поставил, и крышку сверху поставил. На день пришел, выломил, оставил, посмотрел, как пчелы там все делается, это хорошо видно. А тут пчелы немножко напились. Мама тоже. Мама тоже. О, у нас новая мама. О, как хорошо. Все, будем, ребята, жить дружно. Если уже на 2/3 покормил семью и поставил новую матку, и еще дал корм, да? Они берут матку очень хорошо. Это центрифуга. Но для чего? Для воска, вытапливания воска. Тут заходит пар на 120 градусов, закидываю туда все, что остается от нормальной паровой воскотопки. Самое хорошее, что мне понравилось, есть то, что я кладу здесь рамки внутри. 14 даданских этих рамок. До 30 фарада входит внутри, да. Ставлю, закрыл, прокрутил, там все течет воск. И открываю и выграбливаю. Если использовать центрифугу, я на 30% воска добиваюсь больше, чем от обыкновенной восковой паровой воскотопки. Если рамку поставить,
Максимум 30 минут выбрасываю и новую закладываю внутрь сразу. Да. Сколько осени успел, столько и сделал. Какой минус вагоном? Павильонов? Места мало. Места мало, это одно, но самый главный минус это освещение. Темно. В моем павильоне светло. Ja. Эти две улья еще есть некоторые от моего деда, которые он сделал в 1935 году. Se on se appiteraapia. Аппитерапия. И вот так уже можно спать. Эту бабку свою. Одна подруга. Вот такие от нуклеусов семьи здесь работают. Ну, ага. Юрий еще ничего не сказал. А, нет. Программа. Илона, моя жена, мы тут очень недавно, мы тут только с 2000 года. И пчелы тоже очень медленно к нам пришли, и мы не сможем вам показать самые модерные технологии, потому что мы уважаем то, что пчелами надо работать с руками, не с машинами. И нам нравится немножко по-старому. Этот маленький домик утеплен. У меня такая система, открыл, вытащил, пусть он стоит без. Мой отец, он профессиональный пчеловод был. Он когда-то пыльца продал по 20 рублей. А мед стоил 4 рубля где-то. И купил новый «Жигуль» электричество. Venelased lükkavad elektri välja, siis ühesõnaga on niimoodi võimalik mett. Вы сможете поставить рамку там гвозди. У меня меда нет. В доме нет меда. Но тут уже я что-то делаю. Это для них, они сами, все сами, да. Даже мед я не с ним не беру. Мы построили уже где-то наш первый эксперимент, как людьми поближе быть к пчелам. И тут в каждом стороне две эти улья. Сначала думали, что будет 4, а 4 уже это очень большая работа. И страшно, и чтобы пчеловод что-то мог сделать, и чтобы не мешало пчелам. Вопрос в шаге. Слышал, Это у нас пластмассовые, стеклянные разные.
он дал медовое вино. И мы сказали, мы не уедем, если не дашь рецепт. Так что мы не такие, спокойные, тихие, он дал рецепт. Чтобы всем... Это медовуха по-русски. Нет, медовуха было бы... Надо помещение, надо лицензии, надо всякие там, И я очень много использую в своей практике. Потому что очень мало аллергии на этих продуктов. Вы это сами знаете, как пчеловоды. И я использую очень много прополис, мед тоже, и воск тоже можно использовать. Пыльца и пергу очень осторожно, но она тоже хорошо всякую болезнь помогает. Да? Войс. Войс. Какие ваши интересы, какие пожелания? Есть пчеловодный магазин, семья пчеловодов, 100% хлеб зарабатываем только именно на пчеловодство и выращиваем маток, позже пчеловодство. И это наш магазин пчеловодный. Давайте посмотрим. И еще есть семинарный зал, так что можем как хотите. Фарар. Дадам блат, это Дальний Восток заказывает типа вот нефть. А что за порода у вас пчелы? Ну, основные породы там новости никакие нету, какие больше проявляют какой-то коммерческий интерес. Значит, это Бакфаст, значит, это краинка, значит, это итальянка. Ну, итальянка в последнее время в основном финская итальянка какая-то более, кажется, для нас. No loomulikult kahtlased köögid. Aga tagasi meil siis näed jah, need on saadud üks hulk. Ja, ma ei resta puutumis vanni telefonu. Tere tulemast Nagli juurde. Ja, Правильно? Здравствуйте, Нагля. Значит так, я
Жанис Есько. С пчелами я связан как любитель с 2009 года, и так посерьезнее, это будет 4-й год. Я всегда начинаю вот с того улья. Это и есть тот магазин, о котором вам рассказывали. Часто бывает так, что звонят люди, спрашивают, нужен мед, а дома никого нету. Поэтому я вышел из ситуации и восстановил этот улей. И здесь теперь это магазин. И где касса? Касса, тут деньги оставляют люди. Даже ключ дома есть, да? Нет, это не дома, это есть по другому назначению. Люди приезжают, когда нужен ключ. Были тут еще литровые банки, но они уже закончились. И это все работает. Термокамера. Это такое первое устройство, которое я сделал себе сам. Можно поставить 2 ведра, только нет у меня. Или 2 20-литровых ведра, 3 10-литровых ведра. Греется с лампочек, температура идет. Есть терморегулятор, там есть термодатчик. И все работает. Лампочки загорелись. Если нужно, третью можно включить. Регулируется яркость лампочек, значит и температура. Это сушилка пыльцы. Инноваций много. Например, устройство полки. У меня с таким пространством в одной стороне. Что по необходимости можно поменять напротив стороны. Греется с 3 электротенами воздушными, охлаждается вентиляторами от компьютеров. Средний можно включить 2 крайних, можно включить все 3 вместе. Нагреватели номинальная 1350 ваттов. Это значит, что проводок нагревается, все нагревается, и я оборудовал весь узел управления с вентилятором и тоже провод охлаждается. Во-первых, поворачивается как в одну сторону, так и можно здесь поменять фиксатор и наклон можно регулировать. Можно поставить как просто воск, так можно и ставить рамки. 2 больших или 4 маленьких рамки. Внизу есть ванночки, где воск течет, или 1, или 2. Можно соединить. Работает отлично. Самая большая температура, которую я достиг прошлым летом, было 118 градусов. Эти 2 устройства для заготовки дров. Во всех ульях нету пчел тут. Очень высоко. Во-первых, крыша неправильно сделана. Я хотел сначала сделать такие реечки. Это неправильно. В этом улье это не работает. Кто-то должен жить там. Ну, не знаю. Мне кажется, что это неудобная конструкция. И есть мой мобильный телефон. И на всех ульях есть мой телефон, и на всех знаках. У меня 3 вот таких места, где пчелы стоят.
Ну, ошибка какая была? Здесь, вот здесь, этот подшипник сцепления Жигулевский, он разрушился. Не сдержал нагрузку. Корзина. Скрепил, заклепал просто. Ой. Самое лучшее, ничего. Есть прокладка и есть дно. Это газовый баллон. Снутри газовый баллон. Большой. Внутри, да? selja peale, kui selg valutab või liigeste peale, kui liigesed valutavad. Ma ei tea, mis värk see on. Panin sinna. Läisin kaasa. ta käis, Andres Raava käis isegi meil Raplas esinemas ja tema arvas, et tema leiutas selle mesipuu, mis oli madalate korpustega. Isolaator, kõik te teate, et isolaator on siis selline nagu raam, kuhu sisse pannakse üks kärg ja kus siis pannakse mesilase-ema munema ja ema sealt välja ei saa, mesilased tema juurde pääsevad. Nüüd, kui see mesilase-ema muneb selle raami ühe külje täis, siis te lõikate sealt välja sellise pika riba, mis on ilusti täis munetud horisontaalselt sellise riba ja sellel ribal jääb siis teine külg on vaha ja teisel pool on siis munad või vaglad. Nii et kui need just munadest hakkavad vaglad muutuma, see on siis kuskil 4 päeva, 3,5-4 päeva, 5. algus, võt siis te võtate selle riba ja vajutate selle riba ühe raami liistu külge. Ja nüüd jäävad need vaglad kõik ilusti allapoole, järjekannu otsad jäävad allapoole. Nüüd vageldusnõela või mingi orgiga rikute ära, tähendab ühe jätate, 2 rikute ära. Jälle ühe vagla jätate, 2 rikute ära. Ja kui te olete selle kärjeriba niimoodi ära töötanud, siis te panete selle raami, kuhu külge te selle riba vajutasite selle vahaga, panete lihtsalt tarusse, kus ei ole ema. Kus ema on ära võetud, ütleme, 1,5 tundi ennem. Ja nüüd mesilased vaatavad, et oi, et siin on ju valmis emakupu alged lausa ja hakkavad nendest kasvatama emasid. Ja nii te saate oma parimatest peredest kasvatada iseendale mesilasemasid. Ma olen Lätis endiselt. Дедушка, который родился на рубеже Латвии и Эстонии, вот он знал эстонский тоже очень хорошо, но я вот потерял это. И потом мы сделаем дегустацию наших интересных продуктов. Ну и потом уже как... Танцы! Да, и все остальное. Значит, этот дом мы начали строить в 93-м году, в прошлом веке. И перед этим мы посадили сад небольшой. Где-то в 91-м уже начали это делать. То есть, ну, как только что поженились, так и начали устраивать свое хозяйство. Но интересно то, что никогда не думали, что мы будем заниматься пчелами, во-первых, никогда не думали. А во-вторых, никогда не думали, что еще и вот будет
теплицы, там и картофельное поле, и там тыква, и помидоры, и все такое. Вот. Изначально мы художники оба. То есть мы закончили Академию художеств, и я живописец, а Лена текстилем занималась. Вот. Потом мы создали первую частную художественную школу в Латвии, здесь недалеко. А потом, когда вот, ну, помните, там 2008 год был такой кризис, и тогда мы нашу школу постепенно закрыли. И уже перед этим, в 2006 году, случилось такое, что Лена сказала: а давай, может быть, возьмем пчелы. Ну, наверное, она чувствовала, что с экономикой что-то идет вниз, и как-то надо будет что-то кушать. Да? 1 улей, в следующем году 3, и сейчас уже 60. То, я думаю, чем мы немножко уникальны, то мы такие странные люди, которые стараются первыми что-то начинать и делать. И вот мы первые в Латвии начали делать мед с разными веществами, там чили, имбирь, пиперметра, салвия, тимьян и так далее. Вот. Пошла на 2-год курсы, и я помню эти первые 2 года, когда я училась, я прихожу с такой книгой, кулью, и понимаю, что в книге одно, а тут совсем другое. И как это все сложить вместе? Ну, не понимаю. Ну, вот так и первые каких-то 5 лет вот так ходила с этой книгой. Ну, теперь уже, конечно, с книгой не хожу. Ну, потому что я работаю более-менее с европейскими проектами. Зачем свои деньги выкладывать, если нам дают? Надо брать. И на хорошие вещи надо брать. Ну вот, и я очень думаю, потому что другой проект я вот сделала вот эти теплицы, один еще получит трактор, немного купили. Потому что, ну, чтобы эти деньги всегда не хватает, да их мало. Ну вот, и я думаю, что в этом году еще хочу написать один проект, чтобы сделать новые улья и взять одну систему и с ней работать, ну, сколько захочу, только и буду работать. Я сама мам не выращиваю, я работаю с такими своими коллегами, которые Бакфас, тогда Крайна. Как бы в 1 год я попробовала сама выращивать, ну, из этих, да, а потом они просто начали роиться. Из тех каких-то 20 новых мам, может быть, там 2-3, которые были нормальные, а так остальные, они все уходят, и просто это сумасшедшая работа. Эти все старые улья, когда уже там много меду, увести просто невозможно. Это очень такое, ну, физически трудно. И ну, в этом году вот посмотрим, как что будет. Но тут тоже очень хорошо, потому что тут сеют белый клевер. И довольно хороший бывает сбор с белого клевера. Ну, тогда будем смотреть, как это все произойдет. Ну, так что в этом году пчелы хорошо перезимовали, я думаю, если сравнить с прошлым годом, когда все маленькие семьи просто ушли, потому что было нозематоз, и они не могли перейти, и где-то 15 семей в прошлом году ушло. Ну, в этом году, слава богу, все хорошо. Режу транус, это, да, понимаете, да? Это один метод с мая месяца и весь июнь. И тогда, конечно, беру скаб, это будет кислота. А так уже обрабатываю уже в конце августа, потому что я даю сироп из биосахара. Я не могу брать этот инвертный сироп. Я сама варю.
стоит цветочный, стоит 12 евро килограмм. Тогда идет дальше гречка, которая стоит 14 евро. Лесной тоже 14-15 евро килограмм. Ну, вересковый стоит 20 евро килограмм. Но это вы нормально продаете? Или... Это на рынке. Ну, так что вот такой первый год я работаю с Элви, этим магазином. Ну, пока все нормально. Ну, конечно, там вот в этом году уже дегустации будем делать в магазине и так далее, потому что мед это понятно, но примерно то, что мы делаем мед с приправами, это для людей, что это такое, как это, что, чем кушать. И тогда надо много рассказывать, как и что. Ну, люди довольно тупые. Ну, я думаю, вот теперь, теперь у нас в Латвии многие работают как литовцы. Они делают уже вот эти корпусные, и не с большими, да, но вот маленькими. Но я думаю, что я вот на следующий год уже думаю перейти все на эту. Вот тут тоже они были все полные. Вот этому уже надо ложить обязательно уже второй обязательно надо ложить уже корпус. И вот в этой неделе, конечно, холодно еще будет. Это какой пород у вас? Это будет Бакфаст. Да. Тут что-то сеем и все, что выращиваем. Молодцы. Да. Молодцы. Тут мы выращиваем все. Redis või mis seal on? И вот эти маленькие ручки, они там такие все работы, которые с руками надо делать. Настоящие работы. Да, и там они, конечно, научатся. А где дети могут научиться, если им нет возможно? А так они понимают, что такое. Ну, так что место тут очень мало, и так далее, но... Делала уже раньше. Lavendel mulle meeldis ka, väga eriline. See on nagu voiroktusest. See on mingi üks ja Солнце. Muidu elektrijaamad siin, jah? See on ikka üsna võimas. See ongi tegelikult. See 10 tundi. Ega sul saagi kaasas ei ole, kuidas me tagasi saame bussiga kitsalt ja... On jah, minul seda küll ei ole. Здравствуйте, добрый день. Коллеги, как сказать. А водитель мог спокойно, там можно разворачиваться. А там где-то ветки. Да, обратно, только по другой дороге. Интересно, куда вы дали? Может быть, сперва сделаем дегустацию и потом пойдем смотреть все, что. Будем бить и пойдем посмотреть. Да, ну да. Ну вот, сейчас мы займемся делом. Вину, тайс валя.
Хорошо назвали. Да, значит, ну, он производится из меда, или же, скажем, когда, ну, эти крышки... Сколько градусов? 40 градусов. 40. Ну, конечно, яблоки там... Я съемные. Как говорится, помог нам и дочка, все, но они разлетелись. Нет, вино 12 градусов. Se ei ole kuin ajankuluttaminen. Se ei ole ajankuluttaminen. Ну, как говорится, медовик. Чтоб не роились, чтобы несли мед. Да, вот когда приходит где-то 15-20 май, считается, что уже там, ну, одуванчики это такой, знаешь, желтый институт, когда эти процветают, тогда всем делаю, этим самым делаю, как говорится, ревизии и смотрят. Как только канночка появляется маточная, да, тогда все запечатанные, которые есть это расплод, черные, все запечатанные, снимаю полностью. Другим бывает по 7, по 10 рамок. И рядом, вот, ложу туда. И одну каночку туда, и все. Там остается весь молодежь, летающие пчелы, которые летят, они вернутся обратно в место. А на старое место, где я снял, да, вот эти 7-8, ставлю рамки. Это ну, как вощину. Чистую, ну, только чистую рамочку. И это самое, пчелы тогда очень хорошо работают, да, они все растягивают, и что было. Ну, в принципе, подбирается это самое, ну, настроение роения. Kui keegi tahab pärast võib rääkida lendperedest. Ну, пищей, да, но я отнимаю здесь только расплод, который на выходе, не открытый, вот там яички, да, которые, да, и вот не запечатанные оставляю. Здесь остается мамка, старая мамка, там остается каночка. Все летающие сюда, там молодежь. Ставлю на неделю, скажем, кормушку, 1 литр банку, опрокидываю, что там, в принципе, целую неделю где-то те молодые не выходят. И потом смотришь, когда начинает выходить, то где не надо, где-то литр, ну 1,5 литра воды. И потом, а осенью, когда мне уже не хочется больше, потому что, ну, мне некуда, это пчелы, не хватает, да, то я вот тогда уже или обратно соединяю обратно, и получается то, что каждый год в этом, каждый год получается, что все пчелы остаются на новой маме. Старые там даже не осенью, даже и не ищу. Я просто молодая старую убиваю. Только надо смотреть, чтобы когда объединяю осенью, да, чтобы они не дрались. Там просто чем-нибудь запах, чтобы убить. Потом как-то объединяю сразу где-то литр сиропа, чтобы сразу были работа и немножко запах. И идеально. И получается, верьте, не верьте, скажем, в прошлом году такой плохой погода была. Но где-то с этого домика получаю где-то около 70-80. При хорошем урожае были за все. Как я увидел каночку, не жалеют. Раз, все раскрыто, закрытый расплод, все туда. Бывает по 7, по 8, по 10 рамок ставлю. Kogu kinnine aue läheb teise peresse koos tekkinud ema kupuga ja vanasse peresse jäävad siis kõik vanad lennumesilased koos vana emaga. Sinna antakse kunstkärge juurde, et mesilastel oleks midagi teha ja siis sügisel need pered jällegi ühendatakse ja siis jääb ikkagi noor ema ja alati peale, et noor ema jääb siis sügisel talvituma sellesse peresse. Ta isegi vana ema ei otsi üles. Et ei ole mõtet, sest noor on nagu nii aktiivselt tapab vana ära või siis Ну, я вам скажу, особо у меня нет, как говорится, породные пчелы, разные. Есть лесные, есть и крайние всякие. Что-то другой раз бывает так, что они... У вас крайние, да? Разные и другой раз. Ну вот здесь подсоленая вода. Ну, видите, они пьют. Но сегодня, поскольку, видите, не летучая погода, то кому сильно надо тадить. Помещение. Ну, идем дальше, после этого. Так, потом. Нет, ну я вот так. Здесь у меня и сделано, что Петр видит, что надо иногда отогревать. Вот я сам это сделал, да, элементарно. Ну, просто элементарно ящик
Поначалу было мне лежа, я его поставил так, потому что лед это дело на 500 ватт, да, там можно 2,5. Видите, здесь датчики не ставить. Аж дрожите, хотя ничего не выходит. Оказывается, я ехал на заводе, спросил, консультировался, в чем дело. Он говорит, вам же забита эта самая вот эта колонка. Потом пришлось его чистить. Ну, тогда, ну, я, в принципе, очень мало. Здесь 30 литров, но брагу заливается 27. Ну, это маловато. Сейчас для меня это маловато. Это для... Сколько выйдет? Ну, где-то, если 30 литров, 27, это получается 5 литров. 5 литров. 5 литров, это максимум. Но вот этот аппарат, я вот вам пошел, я это уже... Вот. Теория. Это так. Вот здесь главное так. Значит, прогнал первый раз этот чистую самогонку, поскольку я с меда делаю, там воск, всякие привеси. Потом получается такой, ну, сырец. Я уже считаю сырец самогонкой. Где-то, ну, делаю 40 градусов, добавляю еще воду. И тогда уже делается спирт. Вот это закрывается вот этим самым, такой есть небольшой клапан. Это ставится сюда, закрывается. И вот выходит тогда уже через ректификацию колонны. Здесь программа ставится. Вот чтобы вышел хороший спирт без запаха, без ничего, надо максимум 78 и 2 градуса. И вот я его регулирую, ставлю 78,2. И там верхний датчик, он будет 78,2 наверху. Как только больше идет, он отрубается. Опять автоматически отключает электричество. Когда начинается, вот, как говорится, здесь кипятеть, начинает самогонка текти, я эту газ вырубаю, потому что не надо. Хватает небольшой вагончик, тут 3 фазы идут. Я одну фазу включаю и понемножечку выходит. Производительность здесь получается 25 литров спирта в час. Вот и сделал здесь, внутри есть кассета с нержавейки, да, вот это ставится. Здесь можно рамкой, 100 рамок сюда идет, да, или просто вырезки, да, это рамка как чистая. Это те, которые мне тут погибли, в этом году 4 семьи мне отошли. Этот парогенератор. Парогенератор. Здесь эта самая топка, здесь открывается, я открываю, вот, это самое, здесь заливается вода, тут емкость 20 литров, здесь, да, видно, и начинаю здесь топить. Поскольку весь занимает вокруг это самый огонь, да, он очень быстро нагревается. И здесь получается пар. Видите, я даже сделал изоляцию, да, это железная труба, и здесь заходит, и потом через, примерно вот этот ящик мне, чтобы, когда начинает, здесь вытекает этот самый воск, примерно 1,5 часа, пока нагревается. И потом... А эта рамка, да, делается дезинфекция. Вот ставлю вот это самое, нержавейка тоже, чтобы все было. Здесь делается этот кальций или какой-то зепок. Ну вот, и делаю эту самую рамочку, завязываю, как кассетку сюда. Ну вот здесь это пильпильч наверх тоже, вот небольшая самоделочная плита. И все, и поварю, когда это самое, и осенью тоже. Где-то... No, mistä kalatele syötäksi? Karput või kõik oleme põhimõtteliselt. Tollel oli... Ei, aga koger on...